Доброе утро. Мы уже опаздываем? Доброе. Нет, еще куча времени. Еще кофе попьем. Хорошо. Что случилось? Вы меня простите за вчерашнее. Я устроил вам цыганочку с выходом. Просто не в себе был. Ты мне много что в жизни устроил. Да, это правда. Прости. Так, знаете, нам пора ехать, мы в аэропорт опоздаем. Подбросьте меня мне по пути. Я без денег вчера кошелек потерял. Ну, то, что вы кошелек потеряли, это как раз неудивительно. Хорошо, Ника, давай действительно подвезем. По пути. Поехали. Все ушло как песок сквозь пальцы. Я раньше не понимал, почему. Винил всех вокруг себя. Я раскаялся. Ты веришь мне, Вероника? Какая разница? Ничего уже не вернешь. Я отомщу им. Кому ты мстить собираешься? Князю? Ему в первую очередь. В первую очередь будешь ты. У меня ведь тоже друзья есть. Я это просто так не оставлю. Ничего не понимаю. Мы полчаса уже ждем. Ну позвони, может, она рейс перепутала. Все время вне зоны доступа. Не паникуй раньше времени. Может, она в пробке, а телефон дома забыла. Ждать я могу хоть до ночи. Как-то неспокойно мне. Павлу позвони. У меня нет его номера. Наконец-то. Вероника, ну сколько можно? Паша, здравствуй. Как? Ага. Не может быть. Угу. Что случилось? Ларис, ты меня слышишь? Что произошло? Они в аварию попали.
А Вероника, что с ней? Она с Пашиной мамой была. Альбина Станиславовна погибла. Вероника в больнице. Она жива? Паша говорит, операцию делают. Больница где? Где она находится? Да, давай. Вон такси, пойдем. Кажется, ну сюда. Паша. Паш, прими наше соболезнование. Я даже не знаю, что говорить. Как Вероника? Что врачи говорят? Ничего не говорят. Сказали, ждите. А чего ждать? Еще одной смерти? Ой, Господи. Не надо так. Всегда нужно верить. Ты не понимаешь, ты не видел, что осталось от машины. Я видел. Ничего. Ой, Господи. Что уж говорить о людях. 5 минут и нет 3 человек. Как 3? С ними был бывший муж Вероники. Вадим? А он здесь при чем? Так какая разница, их больше нет. Вы понимаете, нет. Тише. Паш, тихонько. Ну, операция идет. Ты сам говорил, надо ждать. Вот, будем ждать. Что с ней? Sehen Sie Ihr Emma? Вы муж? Да. Was ist mit Доктор, meiner что с ней? Frau passiert? Успокойтесь. Ваша жена будет жить. Ей повезло, что успели так быстро вытащить. И операция прошла успешно. Что он говорит? Операция прошла хорошо. Господи, Паша, Спасибо вам огромное. спасибо. Спасибо вам. Im Geschoss. А на первом этаже можете забрать ее личные вещи. Что он сейчас говорит? Надо будет забрать вещи. Ага. Все нормально, заберем. Thank you. Не переживай. Мы побудем с Костей здесь. С тобой. Да, конечно. Пока Вероника не поправится. С похоронами поможем. Лариса, оставь его. Никогда себе не прощу. Паш, не надо. Если бы не то дурацкое совещание, я бы сидел за рулем. Я наверняка справился бы с управлением. Мама была бы жива. Вероника цела. А откуда ты мог знать? То, что произошло, это ужасно. Она и Вероника выжила. Надо надеяться, что она поправится. Только это и остается. Держись. Спасибо, Ларис. Ты дом где? Я
Один хочу побыть. Конечно. Держись. Ларис, вставай. Лариса! Ну что такое? Там Паша на работу собрался. На какую работу? Вот и я говорю, в таком состоянии тем более. Давай, пойдем. Паша, Паш, ты подожди. На работу. Так какая работа? Тебе нельзя в таком состоянии. Ты как машину поведешь? В нормальном у меня состоянии. Мы тебя никуда не пустим. Ребята, вы чего? Да поймите вы, не могу я дома находиться. Состояние такое, хоть в петлю лезь. Надеюсь, хоть на работе удастся отвлечься. Слушаю. Я. Да, Ich. я. Wohin? Когда? Ja, gut. Да, хорошо. Ich komme gleich an. Сейчас приеду. Из больницы? Из полиции. Просили срочно приехать. Ларис, чайку вызывай, как мне. Давай. Ну куда ты поедешь? У тебя выхлоп такой, за километр учует. Сейчас чайку попьешь, и все будет нормально. Вот такая вещь, формула проверенная. Ничего. То есть вы хотите сказать, что моя жена здесь ни при чем? Абсолютно. Экспертиза установила, что машина потеряла управление из-за повреждения тормозного шланга. В такой ситуации вряд ли кто-либо справился. Бред какой-то. Я недавно забрал ее машину из сервиса. Дело в том, что шланг был перерезан, а значит поврежден умышленно. И кто это, по-вашему, мог сделать? Как раз это мы и хотим выяснить. У вашей жены есть враги? У Вероники были серьезные проблемы с бывшим мужем. И в первую очередь я бы подумал на него, но не мог же он желать смерти самому себе. Только он? Нет, не только. У моей жены действительно есть враги. Но они остались на ее родине. И это очень давняя история. Я вас внимательно слушаю. Я не понимаю, как ты можешь оставаться таким спокойным? По-твоему, я должен как-то метаться по комнате взад-вперед? Ларис, выпей лучше валерьяночки. Выпила. Не помогает.
С нашим знанием языка мы даже в больницу позвонить не можем. Ну что ты уставился в этот монитор? Читаю сводку происшествий. На немецком? Для этого есть переводчик. И вот что я тебе скажу. Если за это дело взялась полиция, то это не просто ДТП. Слышишь? Это вещи Вероники. Алло? Алло, Вероника? Это не Вероника. А кто ее спрашивает? Это Кирилл. Кирилл. Это Лариса. Ты помнишь? Да, конечно. А где Вероника? Ты ничего не знаешь? Вероника говорила, что ее бывший муж звонил своим приятелям и обвинял их в убийстве дочери. Возможно, после того звонка эти люди и активизировались. Ну, что я могу сказать? Дело это непростое. Свидетелей нет. Исполнители неизвестны. А поскольку Вероника осталась жива, то нет гарантий, что покушение не повторится. Значит, нужно срочно поставить охрану в больнице. Не волнуйтесь. Это мы сейчас организуем. А когда вашей жене станет лучше, советую вам отсюда уехать. Хотя бы на время. Алло, больница. И я вас предупреждаю, всего 10 минут. Да, я понял. И никаких волнительных тем. Но она обязательно спросит о моей матери. Лучше пока не говорить ей правды. Она слишком слаба для таких потрясений. И желательно, чтобы она пока не пользовалась телефоном. Помните, что я вам сказал. Привет. Теперь все будет хорошо. Слышишь? Ты поправишься. Мы поедем на море. Хочешь? Как они? С ними все хорошо. Зачем? Что зачем? Скажи правду. Ну что ты? Вероника. Тебе сейчас нельзя нервничать. Я виновата. Не, не надо. Это ужасное стечение обстоятельств. Нет. Почему? Мужчина, вы к кому? Я к Веронике Светловской. А вы кем ей приходитесь? Я друг.
Сожалею, но кроме родственников к ней никого не пускают. Но я вас очень прошу, хоть на минутку. Правила одинаковые для всех. Можете тогда хотя бы букет передать? Спасибо. Не за что. Я только записку напишу. Пожалуйста. Спасибо. Ладно, я пойду, я завтра приду. Когда похороны? Завтра. Добрый день. Вот просили вам передать. От кого эти цветы? Мужчина передал. Какой мужчина? Сказал друг. Охранник проверил его документы. Подождите. Откуда вы знаете Веронику? Кирилл? Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Очень хорошо, что я вас встретил. Меня не пускают в палату Вероники. Там охрана стоит. Это что, покушение было? Подозревают, что да. Неужели все опять повторяется? А что известно полиции? Знаете что, Кирилл? Я думаю, вам больше не стоит приходить к Веронике. Никогда. Это почему? Я в последнее время очень опасаюсь людей из ее прошлого. Они появляются, и потом на нашу семью сыпятся все эти несчастья. Павел, послушайте. Если Веронике действительно грозит опасность, ее нужно срочно переводить в другую палату. И нигде это не регистрировать. Я думаю, сам с этим разберусь. Сами вы с этим не разберетесь. Вы что, не понимаете, насколько это серьезно? Кирилл, я вас очень прошу. Оставьте мою жену в покое. О ее безопасности забочусь сам. Всего доброго. В общем, традиционно поддерживаем конкурс молодых исполнителей. Бабки небольшие, а тебе плюсик в биографию, как обычно. О, Кирилл объявился. Какие люди? Что, вспомнил старых друзей? Да я вообще-то и не забывал. Да ладно. Ты мне звонил? Звонил. А ты, говорят, поменял телефон? Есть такое. Зачем меня искал? Да, хотел работу предложить, которую ты когда-то не доделал. Я не доделал? Это когда такое было? Это очень давно, Кирилл. Так что ты мне должен. Да? И что я должен доделать? Нет, поезд уже уехал. Я эту работу отдал твоим приятелям. И как они? Справились?
А чё ты такой любопытный, а? Или хочешь вернуться? Да нет, ушел так ушел. Ну смотри, ты телефон не выключай, я тебя еще наберу. Блин, охрану выставили. Что нам теперь делать? Выписки ее ждать. У тебя времени дофига. Когда еще ее выпишут? И вообще, что я здесь делаю? Нахрена он нас послал? Потому что ты язык знаешь. Потому и послал. А вот я какого здесь делаю? Че, рожу свою видел? Скажи спасибо, что такая. Меня князь послал. А ты этого козла видел? Шкаф больше, чем ты. Ладно, поехали. Вечером еще раз попробуем, как раз охрана сменится. Может, через приемное отделение? Халат только надо достать. Закусывайте. Паш, может, хватит? Паш, ну помянули и... Нет. Не хватит. Вы ничего не знаете. Веронике наплевать на меня. Она думает только о своей дочери. Я так хотел ребенка. Нашего ребенка. И ничего этого не надо. Теперь мама не стала из нее. Она мне всю жизнь испортила. Что он говорит такое? Это просто нервы. Ничего страшного, проспится, все будет хорошо. Иди в комнату, я скоро. Добрый вечер. Добрый вечер. Где отделение травматологии? Дальше по коридору. Большое спасибо. Добрый день. Войди. Подстава. Рвем когти. Прыгай! Высоко! Прыгай!
Вниз! Штейн, блядь, выходи, полицай! Ты что, уснул? Вроде да. Несколько раз порывался уйти. Правда так думаешь? Да ладно, завтра это все забудет. Лишь бы он Веронику не начал высказывать. Поверь, это просто пьяный бред. Такое пережить еще не то в голову Так, полезет. как мы про Машу ей расскажем. Ну, вот и что скажем, какие проблемы? Да никаких. Для него это больная тема. Он своего родного ребенка хочет. Ты думаешь, если Машу найдем, он ее не примет? А я уже ни в чем не уверена. Молодец. Напоил его. Давай Вероника поправится, тогда уже и будем проблему решать. Выходит, мы ее вовремя в другую палату перевели. Очень вовремя. Вы как почувствовали? Да уж. Предчувствие кого-то не обмануло. А что же их не поймали? Это не ко мне. Это вам в полиции все расскажут. Уже. Рассказали. Я же к ним сразу после похорон поехал. Сказали, что у них людей не хватает, чтобы за всеми бегать. Никто же не предполагал, что бандиты так нагло в больницу заявятся. Вы не волнуйтесь. Полиция во всем разберется. В чем? В чем разберется? Они что, мне мать вернут? Успокойтесь, господин Светловский. Вам о жене сейчас думать надо. Да если бы не она. Простите, нервы. Вот, выпейте. Вы уверены, что хотите забрать жену из больницы? Да, абсолютно. Но в полиции сказали, что фиксировать ее выписку не надо. Они должны вам позвонить. Здравствуй. Ты собралась? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Ты сейчас о чем? Сначала меня переводят в другую палату, потом ты меня вдруг забираешь из больницы. Паш, что происходит? Просто врач сказал, что дома ты быстрее восстановишься. Нам, наверное, надо поговорить. О чем? О нас. Может, мы лучше дома поговорим? Дома мы не одни, а это серьезный разговор. Я считаю, что все серьезные разговоры нам нужно оставить на потом. Сейчас тебе нужно думать о своем здоровье и не волноваться. Думаешь, если молчать, все само собой образуется? Я думаю, что всему свое время. Цветы будешь забирать? Да, только вот эти. Конечно. Это же от Кирилла. Да, от Кирилла, и что? Идем. Мы и так слишком здесь задержались. Видишь их? Да, вот. Наконец-то. Можно тебя обнимать? Спасибо, что ты здесь. Ну, как бы я тебя не дождалась. Ты что? А этот кого такая красота? Друзья постарались, старинные.
Идем. Может быть, салат кому-то? Нет, спасибо. Я наелся. Пойду воздухом подышу. Зачем я осталась жива? Здрасте. Ты что такое говоришь? Я не нужна никому. Паша даже не замечает меня. Ну что ты? Тебе только кажется. Просто ему нужно время, чтобы прийти в себя. Он считает, что я виновата. Так и есть. Ну с чего ты это взяла? Борис, только не нужно меня успокаивать, я и так все знаю. Я всем приношу одни только несчастья. Успокойся, пожалуйста. Не помешаю? Говорим? Что за день такой сегодня? Все хотят со мной поговорить. А ты не хочешь? Говорят тогда, когда есть кому ответить на твои вопросы. А мне кто ответит? Ну, конечно. Обвинять гораздо проще. Да никого и не обвиняю. Просто представлю, что из-за нее моя мама погибла. 15 лет назад ты не побоялся ей помочь. Хотя рисковал намного больше. Неужели тебе бы сейчас стало легче, если бы она тоже погибла? Что ты такое говоришь? Я просто не хочу, чтобы вы разбежались в такой сложный для вас обоих момент. Нужно немножко подождать. Знаешь, сколько я уже жду. Ничего не меняется. Она живет своим прошлым. Я для нее ничто. А если ты ошибаешься? В чувствах невозможно ошибиться. Вернее, в их отсутствии. Поговори с ней. Выпей. Не хочу. Выпей, пожалуйста, тебе надо успокоиться. Давай, пей. Из-за меня погибли люди. Близкие мне люди. Ну, Вадим не близкий тебе человек. Альбина Станиславовна. А мама моя, а Маша? Успокойся. Мне надо тебе очень важное сказать. Лариса хотела сказать, что нам нужно уезжать. Уже? Да, прости, на работе завал, нужно срочно возвращаться. Ларис, завари-ка чайку с мятой. Может, ты объяснишь, почему
Почему мы вдруг уезжаем? Потому что сейчас здесь мы лишние. Как это лишнее? Вот так вот. Вероника поправилась, ей с Павлом нужно побыть вместе. А мы что, мешаем? Ну, мы, да, Вероника ищет нас поддержки, а Павел только все больше и больше отдаляется. А дочь? Ее дочь. Мы ради этого сюда приехали. К сожалению, сейчас не самый подходящий момент. Вот она рванет искать, и что? Ну почему? Потому что им сначала нужно помириться. А эта история может их окончательно развести. На все нужно время. Нам на поиски, им, чтобы восстановить отношения. Что, уезжаем? И сами продолжаем поиски. Да. Как же хочется все бросить и уехать отсюда. Эй, тише. Мы догоним вас. Ты чего? Ларис, я здесь совсем одна. Ты не одна, ты с мужем. Ему тоже тяжело. Да, я знаю. Мы так отдалились друг от друга. Ну, поговори с ним. Вы столько лет вместе живете. Эй, ну, иди сюда. Пойдем, потихоньку. Все наладится. Паш, прости меня, пожалуйста. За что? Это я во всем виновата. Если б не я, то твоя мама... Паш, я вообще не понимаю, как это могло случиться. Эта машина... Прости, я этого не хотела и... Паш, прости, это все из-за меня. Нам обоим сейчас непросто. Единственное, как мы можем помочь друг другу, быть вместе. Пытаться вместе пережить это горе.
Давай попробуем все начать сначала. Чувствуешь? Выходи. Алло. Полицай. Да. При такой концентрации газа достаточно было искры в выключателе. Спасибо вашей бдительности. Дом осмотрели. Вещи все на своих местах. Пыль стерта только на самом вентиле. Работали в перчатках. Значит, они добрались и до дома. Разумеется, мы подключим дом на пост охраны. Но это минимальные меры. Думаю, вам лучше переехать. Но об этом никто не должен знать. Куда переехать? В гостиницу? Лучше арендовать квартиру. Желательно в многоквартирном доме. Но еще лучше вообще на время уехать из страны. Вероника, возьми трубку. Ну же. Жека, это я. Ты давно с ними говорил? Они точно выехали из города? Понял, извини. Погоди, я, кажется, вижу этих сволочей. Работает. Смотри, вот это нравится? Красивый. Вот этот нравится? Тоже красиво. Ну, тоже красивый не подойдет. Нужно выбрать. Паш, мне все равно. Ну как, Вероника, нам же там жить. Может, нам домой вернуться? После того, что случилось, ну, это полное безрассудство. Вероника, завтра надо будет ехать. Куда? В Америку? Нет, в полицию.
Извините, что потревожили, но открылись новые обстоятельства. Тем же вечером, когда мы были в вашем доме, на автобане по направлению из города произошла крупная авария. Разбились сразу несколько машин, много пострадавших. Среди них 2 погибших мужчин. Это ваши соотечественники. Оба мужчины находились в международном розыске. И самое любопытное, среди вещей погибших была найдена карта города, на которой был отмечен именно ваш адрес. Значит, это те люди, которые хотели взорвать наш дом? Гипотетически, они вполне могут быть исполнителями. То есть, если они погибли, то, может, нам не нужно будет никуда ехать? Пока об этом рано говорить. У исполнителей всегда есть заказчик. Вот кого предстоит найти. И на это понадобится время. Нет. Я вижу эти лица в первый раз. Я их знаю. Эти люди 15 лет назад убили мою подругу. Алло. Вероника, с тобой все в порядке? Да, конечно, все хорошо. Ты где? Недалеко от вашего дома, на заправке. Нам нужно встретиться. Да, я тоже хотела с тобой поговорить. Можешь сейчас подъехать? Через полчаса буду. Подождешь? Конечно. Проснулась? Да. Доброе утро. Доброе утро. Мне нужно отъехать ненадолго. Куда? У меня будет встреча с продюсером. Ну, давай позавтракаем, я тебя подвезу. Да нет, не нужно, я спешу. Заодно машину новую обкатаю. Пока. Вот смотри, Алексеевский детдом. В тот год 4 Маши поступило. На фамилии я вообще внимания не обращаю. Ну, по возрасту 2 подходят. Понимаешь, сложность заключается в том, что день и год рождения Маши может не совпадать с нынешней Машей. Почему? Если ребенка нашли на улице, то его возраст зафиксировали примерно, ну, может, 1,5, может, 2 года. Кроме того, могли и имя поменять. Да ладно, она прекрасно знала, как ее зовут. Ларис, ребенку было 1,5 года, она только начала говорить. А после того, что она пережила, может, она вообще и слова не сказала. Я теперь не знаю, сколько мы будем искать. Этого никто не знает. Но главное, Осторожно. что есть надежда. Не краши на диван. Слушай, все-таки хорошо, что мы Веронике ничего не сказали. Пускай пока с Павлом со своим разберутся. Какой ты у меня умный. Не краши, пожалуйста. Я тогда уже не знал, что думать. Еду, звоню, а у тебя телефон выключен. Да, прости. Кирилл, так получается, если бандиты погибли, то я смогу вернуться домой ведь? Не можешь. Другие есть. Ну, а князь, или как там его теперь его? Коробейников. Коробейников, да. Ну, он же считает, что я погибла, значит, он не отстанет. Я попробую узнать, что ему известно. И сразу сообщу. Хорошо. Кстати, а та пленка с фотографиями, она еще цела?
Нет, она осталась в старой квартире. Прости, я не хотел напоминать тебе о прошлом. Ничего. Но эта пленка сейчас бы очень пригодилась. Это точно. Спасибо, очень вкусно. Тарелку. Тише. Костя, иди сюда. Хоть кто-то о детях позаботился. Следующая выпускница Мария Яковлева. Никого тебе не напоминает? Слушай, вроде на Веронику похоже. Слава богу. Я думала, одной только мне так кажется. 18 лет и зовут ее Маша. Надо в детдом ехать. Ларис, Пожалуйста, срочно пойдем собираться. Скажи, а ты когда-нибудь жалела о том, что не поехала тогда со мной? Жалела, да. Конечно, жалела. Но я тогда думала о дочери, и я не могла подвергать ее такому риску. А потом ничего этого не стало, и я только и думала тогда, как быстрее закончить жизнь. Зачем ты спросил? Да ты сама все знаешь. Знаешь, что я люблю тебя. Очень давно. Я теперь могу сказать это, потому что я свободный человек. Кирилл, столько времени прошло. Я не свободна. Ты что, за все это время смогла полюбить его? Я ему очень благодарна. Какая благодарность. Она не заменит любви. Да, но мы столько пережили вместе. Я просто так не могу все это забыть. Понятно. Я не могу взять и просто отпустить тебя. Вероника, только скажи, и я буду с тобой. Я не могу. Прости. Это ты прости меня. Прости. Кирилл, а ты как-то причастен к той аварии, которая произошла с бандитами? Я тебе разве говорил что-то об этом? Нет, не говорил, но проговорился. Ты сказал, что был тогда на автобане. Несложно было догадаться. Давай будем считать, что ты ничего не знаешь. И ничего не слышал. Но ты же очень рисковал тогда. Не больше, чем обычно. И все. Позвони, как будет что-то известно, ладно? Конечно. Ну куда же вы торопитесь? Давайте еще посидим, пообщаемся. Паша. Ты что здесь делаешь? Не знал, что твой старинный друг по совместительству еще и продюсер. А я вот телефон тебе привез. Дома забыла. Приехала, видимо, не зря. Столько всего интересного сразу узнал. Паш, давай ты не будешь делать неправильные выводы, хорошо? Павел, вы же знаете, что мы с Вероникой действительно просто старинные друзья. Конечно, друзья. Поэтому ты и наврала мне про продюсера, да? Паша, я просто не хотела тебя тревожить. Ты так неоднозначно отреагировал на его появление в больнице, что… А по-твоему, причин для тревоги нет, да? Просто встреча друзей. Перестань, давай дома об этом поговорим. Да, по-моему, не о чем говорить. Так все понятно. Вы сейчас не об этом думаете.
Я здесь, потому что Веронике угрожает опасность. Вообще-то у Вероники есть кому о ней позаботиться. Твоя забота не оградит ее от опасности. Человек, который ей угрожает, пойдет на все ради своего благополучия. А Вероника реальная угроза в его карьере. Остается надеяться, что эти двое сообщили о выполненном задании. Я это узнаю. Вот. А я тебе говорил, вы все одна банда. Тюрьма по вам плачет. Что хватит. Несешь какой-то бред. Мы Кирилла должны благодарить. Если бы не он, этой аварии вообще бы не было. Вероника, я же просил. Но он должен знать, чтобы не забивать голову всякими глупостями. Ладно. Я поеду. Как только что-то узнаю, сразу сообщу. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся. И спокойно обо всем поговорим. Ну что, успокоился? Но ты тоже должна меня понять. Паш, давай мы поймем друг друга и просто об этом забудем, хорошо? Поехали домой. Вот ты и поезжай. А мне нужно поехать в офис, у меня еще дела. В обед приеду, поговорим. Это было 15 лет назад. Ее нашли на улице и привели в детский дом. Мы долго искали родителей, но безуспешно. Скажите, она сама назвала свое имя? Да. А фамилию мы ей уже здесь дали. Ее принимал наш завхоз Яковлев. Записали как Машу Яковлеву. Скажите, может, она еще кого-то вспомнила? Ну, какие-то имена? К сожалению, таких записей в личном деле нет, и персонал несколько раз менялся, поэтому расспросить некого. А можно точно узнать дату, когда поступила Маша в детдом? Да, это без проблем. Вот, пожалуйста, 28 августа. День пожара. Поверить не могу, мы ее нашли. Что будем делать? Поедем к Маше? Нет, нужно Веронике сообщить. Она сама должна приехать и познакомиться с этой девушкой. Это, конечно, правильно, но ей сейчас небезопасно возвращаться на родину. А что ты предлагаешь? В неведении ее держать? Нет, пусть сама решает. Но ты же прекрасно знаешь, что она решит. Знаю, поэтому другого выхода нет. Не скажем сейчас, обидится потом. Да. Привет, Кирилл. Здравствуй. Ты как? Я нормально. А Павел? Успокоился? Да, вроде все в порядке. Ну и хорошо. Я вообще-то звоню с хорошей новостью. Мне сказали, что за полчаса до автомобильной катастрофы люди князя позвонили ему и сообщили, что задание выполнено. Это означает, что для него тебя больше не существует. Какое счастье. А у меня новость. Я нашел прекрасный вариант дома. Нам помогут быстро оформить документы, так что максимум через месяц мы сможем уехать. Паша, у меня тоже новость. Мы никуда не едем, ни в какую Америку. Мы возвращаемся на родину. Как на родину? Ты же знаешь, это невозможно. Нет, это возможно. Князь меня считает погибшей. Откуда ты знаешь? Мне Кирилл позвонил, и… Паш, самое главное, Лариса нашла мою дочь. То есть, как нашла?
Она просто встретила следователя, который тогда работал над этим делом. Он сказал, что при пожаре погибли только моя мама и еще одна женщина. Маши там не было. Ничего себе. Так, а что же они столько лет все молчали? А что я не знаю, почему так, но я должна туда вернуться. Так, погоди. А что, если это ошибка? Что, если девушка, которую нашла Лариса, это вовсе не твоя дочь? Ну, как мы узнаем, если мы не съездим туда? Постой. Сделаем анализ ДНК. Дождемся результата, и тогда точно все выясним. Маш, да не могу столько ждать, я с ума сойду. Нет, я еду домой. Вот она! Вероника! Привет! Наконец-то! Костя! Привет! Наконец-то! Алик, наконец-то увидел. Привет. Привет. Вы насовсем приехали? Да, мы ведь уже купили квартиру в столице. Подожди, а Паша где? Почему ты одна? Ему нужно было ехать в Германию по делам. Понятно. Так, чего стоим? Поехали к нам. Ну, ладно, у меня к тебе просьба, можем сразу к Маше поехать? Подожди, ну давай сначала домой. Ларис, ну пожалуйста, я тебя очень прошу. Поехали к ней, хорошо? Конечно. Ой, как я рада тебя видеть. Ну вот. Я предупредила, ты для нее журналист. Пишешь о бывших воспитанниках детского дома. Ты слышишь меня? Да, конечно. Давай я с тобой пойду. Нет, не нужно, я сама. Ну куда сама? Тебя колотит все. Не просто так встретиться с дочкой через столько лет. Я повторяю тебе. Ты просто заходишь, смотришь на нее, задаешь несколько вопросов, и все. Пожалуйста, не внушай себе заранее того, чего не знаешь. Да, конечно. Ой, я же подарки ей привезла. Какие подарки? Ты просто журналист. Ладно, я пошла. Иди, я тебя здесь буду ждать, с Богом. Вот сейчас будем чай пить. Спасибо, Маша, не стоило. Ну что вы. Моя квартира, мои гости, мне это очень приятно. Как во сне. У вас очень уютно. Спасибо большое. Правда, многое хочется поменять, но это уже со временем. Сейчас вот на работу устроюсь. А учиться... Учиться вы не думали? Думала, конечно, думала. Я вас запишу. Хорошо? Вот так будет удобно? Да. Кем вы хотите стать? Я раньше хотела в музыкальную школу поступить. Просто мимо нашего детского дома дети ходили со скрипками, с нотными тетрадками. Завидно было. И что же случилось? Почему вы не поступили? А я в детстве очень стеснительная была. Педагог пришел на прослушивание, я вышла и не то что песню спеть, слова не смогла сказать. Ну, в общем, загубила свою мечту.
А потом? Потом другие мечты появились. Я в художественный кружок ходила, на танцы тоже ходила. Всем понемножку занималась. А что вы хотите делать сейчас? Честно? Семью хочу. Чтобы мама, папа, дети. Чтобы в доме уютно было. Чтобы пахло пирогами, а не вчерашними щами и хлоркой. Я что-то не так сказала, да? Нет, что вы. Машунь, скажите, а вы помните что-нибудь из своего детства? У меня все сливается в одну картину. Я помню, как я плакала и звала маму, а мама не приходила. А до детского дома вы что-нибудь помните? Нет, я тогда совсем маленькая была. Хотя нет, я помню бабушку, помню. Как она меня кормила кашей манной. Бабушку? Да, я есть не хотела. А в детдоме нам овсянку давали. Чай, да? Да. Я еле удержалась, чтобы ее не обнять. Я тебя понимаю. И что теперь думаешь делать? Я хочу ее вести с собой. Как? Сразу вот так? Ничего себе сразу. Почти 16 лет прошло. Нет, я имею в виду, ну ты видела ее всего раз в жизни. Мне хватило, поверь. Ты настолько уверена, что это твоя дочь? Да, я уверена. Ну хорошо. Можно сделать как-то ДНК-тест. И там определят, это твой ребенок или... Ларис, ну я без ДНК знаю, что это моя Машенька. Я поняла. Значит, ты готова вот так вот принять в дом постороннего человека. Заметь, она уже не ребенок. Как вы не понимаете, я... Ну я счастлива, как никогда. Но это моя дочь, я верю, что это моя Маша. Ей столько лет не хватало материнской любви. А у меня ее так много. Я хочу дать ее ей. А Павел, ну, если он будет против? Как это он будет против? Чему ты удивляешься? Ты приводишь в дом взрослую девушку, а он должен что, вот так вот сразу принять ее? Не торопись. Езжай, поговори с Павлом, вместе все решите. На все нужно время. Нет. Нет, я уже все решила. Надеюсь, он меня поймет. Мне казалось, что я вам уже все рассказала. Да, Машунь. Дело в том, что я наш с тобой разговор записала на диктофон, а запись стерлась. Я кое-что помню, но если ты не против, я бы хотела еще раз тебя спросить. Да, конечно, и про что я должна рассказывать? Ты помнишь что-нибудь из своего раннего детства? До детского дома? Нет, я слишком маленькая тогда была. Ты говорила, что помнишь свою бабушку. А маму? Маму ты помнишь? Я не знаю. Может быть, я это все придумала, или это правда было. Мне кажется, я помню, когда она целовала меня, то ее волосы касались моего лица. Машуня, а если вдруг ты бы встретила свою маму, ты ее простишь? За что? За то, что так долго тебя искала. Что это был бы самый счастливый день в моей жизни.
Мне тебе нужно кое-что сказать. Дело в том, что твоя мама, она нашлась. И что, вы поэтому сюда приехали? Да, и я смогу ее увидеть? твоя мама... Твоя мама — это я. Паш, привет. Как хорошо, что ты позвонила, как раз собиралась тебя набирать. Нет, все в порядке, все хорошо. Да, через 2 дня буду. Паш, я только не одна приеду. Нет, не с Ларисой, с дочкой. Не очень вроде. Очень красиво. Цвет какой-то не тот. Подожди, снимай. Снимаю. О, подожди. Вот этот. Точно. Вот. Отлично. Мне очень нравится. Очень красиво. Паш, ну как? Вероник, можно на минутку? Да. Ну? Чего? Не слишком я балуешь? Паш, ну ты чего? У девочки вообще ничего этого не было. Пускай порадуется. Долго она радоваться собирается. А учиться, работать она не думала? Она сама решит, что ей делать. Да, по-моему, она ничего решать не собирается. Ей так все устраивает, на всем готов. Паш, ну что ты опять взъелся? Учиться она будет работать, просто всему свое время. Да вот именно, всему свое время. А ты его тратишь на свою Машу. Ты вообще подумала, каково мне? Паш, я тебя не понимаю. Ну вот и я тоже не понимаю, как мы будем жить дальше. Подожди, что значит, как будем жить дальше? Ты мне можешь это объяснить? Как только Маша появилась, ты сам не свой ходишь. Да потому что для тебя теперь Маша и есть твоя семья. А я все время хотел своего ребенка. Нашего с тобой ребенка, на которого у тебя теперь просто нет времени. Мамочка, посмотри, может быть, это лучше? Прекрасно, очень хорошо. А может, лучше ей полезным чем-нибудь заняться? Там посуду помыть. Пойдем, солнышко. Я еще хотела... О, Павел Андреевич, вы уже здесь? Доброе утро, как-то я вас прокараулил. Игорь Сергеевич, а что у нас происходит? Где Ирина? Так она же уволилась.
А, точно. Совсем с головы вылетел. И что я теперь? Без секретаря, что ли, остался? Ну почему же без секретаря? У вас теперь будет новый секретарь. Прошу, проходите. Прошу, любите жаловать. Это вот Алла. Здравствуйте. Ну, я пойду? Да. А вы Павел Андреевич? Да. Давайте ближе к делу. Ваше предыдущее место работы. У вас на столе мое резюме, там все указано. Девушка, если я задаю вопросы, на них нужно отвечать. Извините. Извиняться будете за свое опоздание. На работу нужно приходить на 10 минут раньше меня. К моему приходу на столе должна стоять чашка свежесваренного кофе и список текущих дел на день. Это понятно? Нет, непонятно. И что же тут непонятного? А вы всегда так разговариваете со своими подчиненными? То есть вы считаете, что я перед вами еще и отчитываться Нет, вы не обязаны. А я не обязана работать с начальником самодуром. Что ж. Я думаю, мы сработаемся. Я искренне извиняюсь за свой неподобающий тон. Правда, что-то разошелся. Просто день с утра не сдался. Но я буду рад, если вы будете моим референтом. Я должна подумать. Давайте вы завтра подумайте. А сегодня очень напряженный рабочий день. Мне без вас не справиться. Хорошо. Что я должна делать? Ну, для начала кофе сделайте, пожалуйста. Хорошо. Я его таким никогда не видела. Не знаю, как даже Маше его поведение объяснить. Я тебя предупреждала, ему не понравится твое решение перевести Машу в дом. Ну, уже все случилось, я не собираюсь ничего менять. Ну, значит, надо как-то договариваться с Павлом. Ну как? Я его совсем не узнаю, он как будто другой человек. Дорогая, мы все меняемся. Ты тоже молодец. Вся поглощена Машей. На мужа у тебя времени не хватает. Какому мужчине это понравится? Он должен понять, у меня появился смысл жизни. Ну, в том-то и дело, он тебя понимает. И чувствует себя лишним. Мам, ну зачем мне столько вещей, а? Я же говорил, что сам соберусь. Я знаю, как ты соберешься. Прости, это я Виталика собираю. Далеко собрался? Да, к вам едет, будет поступать. Хотела попросить тебя, может, ты поможешь как-то устроиться? Ну, конечно, пускай приезжает, у нас квартира большая, мы ему отдельную комнату выделим. Нет, и речи быть не может. У вас и так своих проблем хватает. Взрослый парень, может и самостоятельно комнату снять. Лариса, даже не обсуждается, пускай сразу к нам едет. Хорошо, спасибо. Куда ты все вещи забрал? Заходи, заходи. Ну, рад наконец-то познакомиться. Взаимно. Давай, проходи, раздевайся. Не пойму, на кого больше похож, на отца или на мать? О, вот видишь, как поставил, не то что ты. На всех понемногу. Привет. Подожди. Женится, тогда и посмотрим. Пойдем сюда. Ты скажи, а ты поступать куда собираешься? В автодорожный буду пробовать. Автодорожный? Это же другой конец города. Ну? А у тебя права-то есть? Конечно. Так забирай тогда нашу старую машину. Бери ключи, пользуйся на здоровье. Да ну что вы? Ну, конечно, бери. Не стоит. Пойдемте, комнату твою покажу. Вот сюда, направо. Вуаля. Проходи. Ну что, нравится? Очень. Спасибо большое.
Ты давай располагайся, а потом приходи на кухню, будем обедать. Ага. Машуня, ты выйди, поздоровайся. Это обязательно? Маш, ну конечно. Ну что, ему понравилось? Да, конечно. Ну чего ты такая? Да, Маша. Она даже не вышла поздороваться. Девочка с характером. У меня тут только один вариант. Ревность. Ревность? Она ни с кем не хочет делить твое внимание. Я боюсь, это только цветочки. Павел Андреевич, пишите, пожалуйста, документы от Вознесенского. Пожалуйста. Может быть, вам обед сюда заказать? Обед? Сколько сейчас времени? Ух, ничего себе. Вот это я заработался. Пожалуй, пройду проветрюсь. Заодно заеду в свой любимый ресторанчик. Хорошо. А вы что же, без обеда остались? Да я пиццу себе закажу. Какую пиццу? Составьте лучше мне компанию.